снова здравствуйте. Что у вас тут происходит? АСТ Тюнинг Гараж. А мы тут плюшками балуемся. Да? Вижу, что какие-то шкивы нестандартные стоят. Видимо, будет какая-то установка поверх мотора. И мотор заживет заново. Да. С новой мощью. Это мы заново новым все записываем. сердцем. Это все. Что ты выдаешь все? Это же кино. Давай по новой. Ну. Какой дубль уже снимаем? 10-й. Да, как Кен-блок, 1000 покрышек. Да, получается у нас что происходит? Мы в данный момент... Находимся на динамическом. находимся на динамическом стенде. Но до этого мы в большом боксе установили двухдисковое сцепление фирмы RAM. Выжимной подшипник, тоже фирменный тюнинговый, фирмы RAM. Даже поставили клапан давления. На этот самый. Поменяли кардан, поставили алюминиевый. При этом получается у нас от стандартного сцепления до тюнингового разница 8,5 килограмм. Кардан 2,5 килограмма получилось. Так, ну суть-то у нас кто? Поставили Кто у нас стабилизатор. пациент? Пациент у нас самый известный, вроде как бы всеми, не всеми, может быть, но всеми любимый. Да, кстати, вот родной кардан, если что, видишь, мы все старые запчасти собираем, упаковываем, И? складываем. Ну, пускай лежат, Пускай. продадим кому-нибудь, может быть, вдруг кому-то чего-то понадобится, дадим объявление. Стабилизаторы стандартные, кардан стандартное, сцепление. Ну тут у нас комара одна здесь. Да, сцепление, вот оно стандартное лежит, мы все в коробочке старые укладываем, упаковываем, все у нас лежит. Давайте о моторе немножко. О моторе. Мотор у нас получается ZL. Ой, ZL, я все ZL1, мечта в моей жизни. Мечта. Мы, получается, из Камара SS хотим сделать ZL1. Да, по сути так получается. Да. Ну там по подвеске у них доработано, у нас маленько не то, что не доработано. Там регулирование жесткости делать. Сейчас- Из SS будем делать чарджер. Flipping the yam, turn on her brick to a lamb. We rockin' the dope, soon as they get out your boat. Keeping the sound like a mix. Go on my link, poking the sink. Topping that work like a ride. Serving the new Maserati. In a brand new Maserati. Y'all nigga move that dope. Y'all nigga move that dope. Hey, move that dope. Hey, move that dope. Y'all nigga move that dope. Y'all nigga move that dope. Y'all nigga move that dope. Hey, move that dope. Hey, move that dope. Move that dope, y'all nigga move that dope. Y'all nigga move that dope, and move that dope, and move that LS. LS3. Станет чаргенный мотор. Сейчас идет процесс сборки. Запчастей куча. Фитингов, пайпов. Ну, все в комплекте. Получается, был приобретен комплект от фирмы Whipple. Чарджер 2,9 литра. Вот. Но мы его взяли в стандартной комплектации. там кит получается, полностью кит. Потому что почему взяли полностью кит? Потому что некоторые форсунки, дополнительно форсункам получается топливный усилитель топливного насоса. Вот это все, если можно было взять для тюнинга, чтобы в дальнейшем нужно было форсунки покупать, программатор покупать, усилитель топливного насоса покупать. Вот. И посчитал, получается, дешевле вышло комплект. Вот я вытащил его, это вставил, закручивали, потом я ее никуда не убирал, я ее как оставил. Слушайте, ну тут ящики у вас, конечно, бешеные инструменты. Ну, не совсем. Всего много. А это что такое? Это вот закладной болт. Все, оттуда. Давайте проходим к торжеству, к столу, так сказать, в котором все разложено. Вот он, виновник торжества, точнее торт. Сам чаргер. Новенький. Вот, значит, комплектующие. Это кит, полностью кит, который
ребята будут устанавливать фитинги, пайпы, ну и, соответственно, сопутствующие материалы. Какие-то катушки мощные. Еще самый знаменитый лейбл 2006 года, 2007, Drag Racing. Это был механиком у Романа Тогда Нагервадзе. ты был механиком у Романа Нагервадзе. Да, там нужно было, знаешь, что сделать? За 15 минут перед, у нас, перед заездом, вернее, после заезда у нас оборвало привод передний. Номер 8. Нигервадзе Роман. Владивосток. Чемпион трек-битвы 2005 года. Роману Нагервадзе на восстановленной и готовой к бою машине. Она снова имеет привод на все колеса, и, похоже, 5-е место квалификации его совсем не устраивает. В воздухе повисает некоторое напряжение. Отсечка. Старт. Вы только посмотрите на этот старт. Вот, и я его там, давалось 15 минут. И, за 15 минут я его поменял. Вытащил, поставил там. Квотер Когда был молодым. Когда я был молодым. Квотер 9 секунд, из 9 вышли. В 2007, по-моему, я видео видел. Нет, тогда из 10 вышли. Из 10 вышли. 9 с чем-то. Ну, я могу, у меня видео есть. Хорошо. Так, ну процесс идет, слава богу. Сейчас уже год не 2007. И собираем современные технологии. Точнее, они уже давнишние, но немножко доработанные, да? Что, у нас герметика нету, да? ЛС это старый мотор. Это герметик, что ли? Вот я тормоз-то, а? Это резьбовый, да? Резьбовый. Толик, Оу. ну и как тебе конструктор? Какой? Данный конструктор. Блин, не знаю, как Толику, а мне приятно то, что ты берешь, все ставишь новое, такое все приятно, такое собираешь, когда... Аналогично. У нас, конечно, не как у Гоши Турботех в гараже, это мечта, понятно. конечно. Ну все равно, Мы, может, добьемся такого когда-нибудь, чтобы у нас будет своя мотористская. Ну конечно, тут же Мотористская будет все стерильно, отдельно комната. дать понять людям о том, что тут не идет понт, тут идет именно интерес к хобби, к сборке, к ощущениям после Нет, чего, мы, когда мы собираешь. не только хотим именно к тюнингу, это будет как бы обыкновенно гражданским автомобилям. Конечно, конечно. Вот, ну, за это Повседневно. все нужно платить, конечно, да, там. Да, ну, да. Если хотите, сможете какой-нибудь гараж там подкидной. Да? А мы будем делать все красиво, чтобы оно это было. Ну и к нам всегда можно приехать, мы всегда, если какие-то недочеты происходят, мы всегда их стараемся устранить и устраняем. Да. Пускной коллектор. Родной вот так выглядит. Что-то, конечно, частично обратно встанет, но видон пока такой. Блин, ну круто. Здесь кастомная штуковина. Короче, работы много. Цели, задачи за 3 дня все собрать. Блин, ну не знаю. Как они хотят это успеть? Даже так. Недостатка инструментов. Помнишь, у нас была ситуация с дюймовой головкой, когда мы не могли с тобой на короле открутить шатуны? Да. Ситуация повторяется. Значит, все верно. Королла быстро ехала. Королла быстро ехала? Быстро. Нет, в этом году Королла быстро не ехал, ехал быстро пилот, Да, видишь, который сидел за рулем. всем по барабану. Все Да же- я-то знаю, я-то знаю. Только ты. Мы старые, нас списывают, как говорят. Один распредвал, один коленвал. Может, это ЗИЛ? Все просто, но звучит он как ЗИЛ издалека. Может, они, американцы, просто свою технологию не стали думать, о, ЗИЛ же у русских есть. Работает же. Работает же. А давайте. Давайте сделаем Во время нормального металла и будем дуть в него еще Да. 0,9 и будет огонь. Не говори. Да, ну так и было, походу. Ты видел, какие большие клапанные крышки здесь на моторе? Никогда не обращал внимания, вот оно, все, вот он. Вот она, клапанная крышка.
Да, кстати. А там, кстати, как по клапанам-то? 2 клапана на цилиндр, 1 на впуск, 1 на выпуск. Все. И что, мучается, что дрочится? Ну, в смысле, вообще, что замены подлежит? Пружинка? Да. А? Как бы, насколько я знаю, у них проблема только с гидрокомпенсатором. А, Всё. да. И то на этом моторе они меняются не так. Они меняются здесь просто. Снимаешь клапанную крышку, откручиваешь рокер, снимаешь рокер, меняешь гидрокомпенсатор, собираешь все обратно. Да, я сегодня разложил все это, сел и подумал, как же здесь дохера всего. Слушай, но вот он чаргер, да? Да. Написано на нем Випл? Випл. ХП он выдает косарь, да? До Потенциал. Макс Пауэр. Да. И играется его возможности настройками блока управления и вот такими вот шкивками. Все, увеличение, уменьшение шкива, увеличение, уменьшение наддува. Ну, соответственно, меняешь топливную карту, углы зажигания и тому подобное. Совершенно верно. А программное обеспечение шьется в родной комп. Просто ставится дополнительный модуль. Модуль он выглядит примерно... Почему не дополнительный модуль? Не дополнительный? Это просто программатор. А, да даже Это так. просто тупо программатор. Офигенно. Это целый кит. Да, это все пришло вместе в комплекте. То есть программное обеспечение мы уже все установили, уже стандартный файл мы отправили в Штаты. Нам уже прислали тюнинговый файл под компрессор, исходя из данных наших. Да. Он изначально знал, что он из SS будет ZL делать, мне кажется. Ну, он прям мечтал об этом. Он прям Ну, действительно мечтал об этом, и наконец-то мечты сбываются, как говорится. Ну, а мы будем учиться. Да, ну и возраст как бы позволяет. Опыт, возраст, Тоже прикольно. мудрость. Я, честно, в первый раз так глубоко в американскую машину лезу. И Еще и как? в двигатель, еще и установка И как? компрессора. Честно, намного интереснее и приятнее работать, нежели чем с японскими машинами. Чем это? Все много проще, у них некоторые моменты настолько упрощены. Например, элементарно на том же будем близком по объему брать двигателя ОР 5.7. Так. Там, чтобы снять катушки, извините, мне надо замучиться. Здесь ты откручиваешь 6 болтов и снимаешь все 4 катушки сразу же. То есть без проблем снимаешь одну фишку и снимаешь полностью. Это понятно, а тут ты говоришь как бы со стороны механика, как бы люди, Ну да, которые заезжают в сервис и обслуживаются, им это неинтересно знать, как бы. с Ну одной да, стороны. тут я, видишь, со своей Да, стороны ты говорю, со как своей именно стороны. как механик. Как механик, поэтому Да. ты, конечно, сложности видишь в первую очередь. Там А так, замены, что... а так очень интересный проект, мне самому очень интересно, что из этого из всего выйдет. Да нормально выйдет. Если мы уже находимся... Я хочу посмотреть на цифры. На Да, цифры да, и да. на график. И крутящие Вот хочется. меня смотреть. вот это больше всего интересует. Ну и показания, конечно, с датчиков ШЛЗ и Да, ГТ. За короткий период времени, точнее за сутки, что-то произошло. Да, произошло то, что уже установлен сам чаргер на мотор. Катушечки стоят модные. Выглядит, конечно, шик и блеск. Это вы сегодня весь день, Анатолий? Да? Прекрасно. Ну, вид уже, да, смотрится. А капот, слушай, не упирается, ничего? Не надо отверстие делать? Все хорошо. А, капот уже не ZL, да? Или ZL? SS. Они нормальные, да? Ну, в плане того, что помещается все. Просто я всегда видел, что воздухозаборник какой-то ставят, типа. Не воздухозаборник, а... Ноздрю. Да, ноздрю, которая, чтобы помещала чаргер на место. Мы за сегодня установили усиленные катушки зажигания, поставили сам компрессор, заменили патрубки на печку, потому что они с завода идут немножко не так. Установили трубку сброса воздуха, систему охлаждения, заменили свечи, заменили высоковольтные провода, установили спортивный шкив, все-таки. Спортивный шкив. Да, спортивный шкив облегченный. Сейчас я буду устанавливать натяжитель. После установки натяжителя мы будем устанавливать ремень и шкив на сам компрессор. Еще хотелось бы рассказать немножко про слики и про бешеные диски.
Диски Феррада. Шина Йокохама. Значит, слик полноценный 290. Свои измерения. Да, свое измерение 290 710 R20. Вот такая вот коленка, которая должно дать сцепление с поверхностью. Значит, все уже практически установлено, да? Практически. Практически. Сейчас Толян делает натяжку ремней. Регулировок сколько там? 3. 3. А это ты куда полез? Это установка питания на насос системы охлаждения. Ага. Дополнительно. Это снимать не надо. Третий день. Все как и обещали. Парни за 3 дня исправились. И собрали. Все стоит. Все круто. И будет, наверное, сегодня первый запуск. Ну скажи, Толян. Да, очень сильно надеемся, что мы его все-таки сегодня запустим впервые. Впервые за 3 дня? Впервые с компрессором. Ну, впервые с компрессором за 3 дня вы же обещали. Ну да. Но выдержали обещание. Ты сейчас устанавливаешь. Сброс системы охлаждения компрессора. Ага. Трубочка сброса лишнего давления. Специально осадили ее в змеиную кожу, чтобы она не боялась механических повреждений. Да. И края фиксируем термоусадкой с клеевым слоем. Ну, здесь, если камера позволит, видно, выступил клей после усадки. Сейчас сфокусирую. Вот. Ну вот он клей. Понятно. Ее уже не снять. Сейчас мы это врежем все в родную магистраль, чтобы это все было красивенько, аккуратненько. И займемся следующим. Мы уже немножко переделали термоэкран холодного впуска. Сейчас мы будем его дорабатывать. Мы будем устанавливать уплотнительную резинку по его периметру, чтобы при закрытом капоте он более плотно у нас прижимался, и чтобы воздух из подкапотного пространства минимально попадал к воздушному фильтру. И еще мы будем устанавливать вот такой вот термоэкран с внутренней стороны. Термоэкран фирмы Day, самоклеящийся. Не знаю, еще не имел дела с таким. Будем пробовать. Окей. К примеру, головка на 19. Да. Длинная головка на 19. Так. Нам нужно больше воздуха двигателя. Больше? Там должно быть больше или в начале? Нет, вообще, в принципе. В принципе. Сейчас Толян будет заливать. Устанавливать программы. Устанавливать. Да, я буду сейчас только устанавливать программу для того, чтобы перепрограммировать блок управления Camaro под Charger. По Bluetooth. Чтобы собрать, точнее поставить чаргер на Camaro, нужно вот такой вот инструмент. Это все приходит в комплекте. Это нет. Это не в комплекте. Вот такой вот инструмент со всеми звездочками, шестигранниками, многогранниками. С дюймовыми головками, Да. шестигранниками. Бешеных просто дисочков, которые стоят куча баблища. Но видон такой ничего. Вот диски, блин, тормозные. Тут подъехали какие-то подарки. Какие подарки? Не знаю. В виде колес. Колеса, блядь. Меняем. Диски. Так, а в чем причина замены колес? В чем причина? Да. Просто хочется еще красивее колес. Люблю, когда много колес. Да. То есть, слики будут это уже по месту, да, меняться? Ну, конечно, у нас же даже они такие же, как Ну да. стоят. Мы просто меняем и все. Вон, видишь, вот еще один, 2 колеса. То есть на этих повседневно, а на тех Да, на гонке. гонки. Так. А это техничка. Да, наша техничка. Скажи, думаю, какие они в эти коробки не влазят, просто такие дюймовые. Ну да. Ну. Толик вообще получилось, хорошо получилось. В смысле. Да? Толь, с резиночкой тогда, как мы угадали? Алексей, в этот раз звук пишется. Я понял.
Не, вот тут видишь, ноу-хау, тут такие. А я вот смотрю, что... Резинка, задняя резинка получается от Жигулей крышки багажника. На японский ой, на американский автомобиль присобачили. Ну да, Доработали, в называется. целом круто. Да, я вообще никогда на цепелях ничего не делаю. И плюс дало мощности, когда был сопляной, помнишь выхлоп-то? А, это сделали? Да? То ли классно получилось? Да. Покрасить? Да? Да. И просто уже будет полоса, например, широкая. Тут карбоновая, например, как вставка будет, да? Ну это мы уже по месту сможем. Да, например, там доделать вот эти части. Например, там. Фантазии много будет, когда по факту. Что, только доливаем? Пошла водичка. Что, Алексей, как чокнутый профессор? He's alive? Да, круто. Не, ну блин, еще так время угадали. 3 дня. И 3 дня прошло. Ну да. На почте же она у меня. Сейчас правильно льет же. Заливает. Льет, потому что форсунки стоят большие. Да, конечно. Так-то режет ажно. Это я сейчас сделал идентификацию данного блока, чтобы удостовериться в том, что это действительно у меня программное обеспечение работает корректно и на связь выходит блок управления. Теперь я открываю файл, который нам прислали американцы. Не все так просто надо. Вот вам Америка. Алексей Станиславович. А вы... Нормально все, что ты? Да залил там просто попка Рабочие, даже. рабочие такие моменты, но... Не, главное, чтобы не зря все это было сделано. Сейчас раз нахуй, ничего нет. У меня нет доступа в интернет. Все, кирдык нахуй. Че, батарейка села у тебя? Не глушите его, пусть поработает. Ну и как вам? Ланчуете? Это жестко, конечно. Ну, бэт, да? Такой резкий. Давление-то резко поднимает. Последний вопрос. Что самое главное в дрэг-рейсинге? Согласитесь, мы приехали не зря! Люди.